Садимся ночью в самолет в тот ранний час, когда земля вокруг спала в Афганистан. 1979 год. Согласно договоренности между двумя странами, по просьбе правительства дружественного Афганистана на территорию этой страны вводится ограниченный контингент войск. 25 декабря в 3 часа дня советская армия вошла на афганскую землю. Солдаты, совсем еще юные мальчишки, 18-19 лет, не знавшие, что такое война. Сперва мы думали о том, что с нами шутка происходит. А когда начали видеть кровь, мы поняли, что это всерьез. И что здесь надо драться. Драться надо за свою жизнь, за свою семью и честь республики надо поддерживать. Эти мысли помогли идти вперед, вспоминает Тархан Костоев. Вернулся он на родину в 1981 году. Пришлось заново привыкать к мирной жизни. Нам всем известно, что война не растит сыновей, она их только уносит. Самое тяжелое бывает, когда ты, оставшийся в живых, просишь прощения у тех, кто погиб там. Вот это самое тяжелое для мужчин. Руслану Итазову было 19, когда его призывали в 1979 году. Попал в отряд особого назначения, базировались в Кабуле. До армии, делится Руслан, занимался тяжелой атлетикой, стал чемпионом Донецкой области, мечтал быть десантником. О событиях до войны вспоминать намного легче, чем о самой войне. Нас перебросили на дворец Амину, тоже оцепление, там тоже стояли. Ну и там была команда, человек 10 нас было, вот, не буду соврать. Ну там мне контузили. Двоюродный брат тоже в Афганистане погиб, Иса Итазов. Он в Шанданте был, он после меня, ну не после меня, я как раз полгода там, когда служил, он попал. Он был в пехоте, разведке. Тоже в засаде он попал. Забыть о той войне не дают и кителя с наградами. За каждым орденом скрыта отвага и смелость воинов-интернационалистов, с честью выполнивших свой долг. И поздравления звучат со сцены и от боевых товарищей. Со царцание дал латыш тигечон шиншера хан цавенуа со аз ваки си ваки жорфат си аз яхцы ёк жолш кегине ахтоба иркеси халара цо ваки уаз. Вы посмотрите на этих ребят, на их поступь, на их героическое прошлое. Ведь им в среднем было по 18, по 20 лет. Это только начало было жизни юноши и война. Это просто несовместимо. Я хочу сказать спасибо родителям, которые воспитали своих сыновей. Благодарю всех, кто в эти дни, уважая воинов-афганцев, воздает им должное. Этим людям я бы хотела пожелать здоровья, какого-то душевного спокойствия и радости жизни. Мне очень хотелось бы, чтобы эти люди провели свою жизнь, да, вот оставшиеся годы своей жизни как-то спокойно, красиво и вот с душевной гармонией. Сегодня идет уже 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана. Конфликт длился для советского народа 10 лет. И неспроста в этом зале собралось много молодых ребят. Именно для них важно посещать подобные мероприятия, чтобы подрастающее поколение знало о своих героях. Пожелать, чтобы они старших слушали, старших уважали, вели себя хорошо, отлично, чтобы спортом занимались, чтобы достойно. Ни один ингуш вот, во время этой афганской войны, ни один ингуш не попал в плен, не дезертировал. 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинула последняя колонна советских солдат. Война закончилась большими потерями для страны. Около 15 тысяч погибших, сотни раненых. Воины-интернационалисты – это люди, вместе прошедшие через горе и утраты, не оглядываясь на национальную и религиозную принадлежность. Бойцы, которые шли бок о бок долгие 10 лет. А наша с вами задача – не забывать о них. Дана Плиева, Магомед Белакиев. Новости 24.